Девочки, ассаламу алейкум. Всем доброго времени суток. Дедикхел Масери. Хотела немножко показать вам. Многие просили, спрашивают и просят о эффективности вот этих вот сушилок. Хорошие они или нет, спрашивают. Вот эти длинные полотенца я всегда наверх вешаю. И оно тогда все высыхает очень равномерно. Я так всегда повешу и в коридор вывожу, чтобы на прохладном воздухе сушилась. Ой, такая вещь, я не очень довольна. Очень. А то там некоторые женщины с большой буквы писали, что немного попользовались и выписали. И выкинули, то есть. Тоже неряхи есть такие, что им ты хоть что дай, они через 5 минут его выкинут. Что брали некачественное, да нет, милые мои. Все качественное, всем нужно пользоваться аккуратно. И тогда все будет отлично. Так. Есть старые полотенца. У меня уже 100 раз переваренные, но я их все равно не выкидываю. Для кухни подойдет. Я их и варила много раз. И все на свете, да? Все равно я не выкидываю. Думаю, для кухни пойдет, правда? Низ можно повесить. Чем хороша эта сушилка, что какую комнату хочешь, такую и везешь. Правильно? Я очень довольна. Очень. Столько вещей помещается вообще. И главное, все высыхает на ней равномерно. Вот что бы вы ни повесили, все высыхает сухо. А потом я ее прям на колесиках везу к шифонеру прям. И с нее все по своим местам. Никакого барахла вот этого нет, что с этой, как его, снимешь с веревки, кинешь на кровать, да? И потом ждет она твоего часа, пока ты освободишься, и потом она помнется. Нет, то я раз развесила, все это высохло равномерно и сразу на свои места. Софишкиных вещей, конечно, всегда. Пижамы, все это куча. Обезьяна такая. Обезьянка маленькая. Поэтому, девочки, я всем советую. Всем. Кто еще не приобрел такую вещь, приобрести. Правда хорошая. Не слушайте этих так называемых женщин. Не слушайте. От них женщинами даже не пахнет. С любой вещью, если обращаться нормально, она вам прослужит 100 лет. Да, Софиш? Ну, конечно. Ты с людьми ну, конечно, даже Софишка знает. Ты с людьми не здоровалась? Да. Теперь раз здесь наполнилось, переворачиваем, поворачиваем вот этой стороной. И можно сюда развешивать. Правильно? Правильно. Вещи, которые постиранные, там, платья, костюмы, вот на эту вешалочку. Прям на вешалке вешаешь, и можно вешать. Так она хорошо высыхает очень. Буквально аккуратно прогладить. И все. И 5 секунд делов. Так что ли? У нас сегодня генеральная уборка.
сейчас в кухне порядок. Анжела в коридоре наводит порядок. В общем. Палас хотели постирать здесь, в этой комнате. Так. Палас хотели постирать. Потому что еще с праздников все равно у меня душа к нему не лежала. Мама говорит: Кис, ну зачем? Простынешь, холодно. Ой, не. Я так не могу. Хоть четко его и чистым, все равно он не настолько чистый. Правильно? Не настолько чистый, поэтому так лучше постирать. Мы все равно к воде не притрагиваемся. Мы же к воде не притрагиваемся, его просто вешаешь и так и все. Так, ну вот эту большую вещь, это я над кроватью или на улицу на веревку отнесу. Да? Правильно я говорю? Вот. Софишка у нас немножко приболела. Ночью вообще не спали. Горло у нее болело. То лекарство, то еще что. Оно очень ровно. Его главное так, раз, и равномерно, аккуратно. А пахнет вот эта ласка очень хорошая. Мне она очень нравится. Классная вещь такая. Надо платки уже все перестирать, перегладить. То одеваем, так кладем. Я платки всегда отдельно стираю. Постираю их и переглажу все и на место. Я такая бледная, вообще ночью не спали. Вообще сейчас вот 9 утра встала, быстро стирку заложила. Хочу развесить и заняться уборкой кухни с Анжелой. Вот такие вот, девочки, дела. Сейчас я ее повезу в коридор. Там у меня это все высохнет. Понятно? Хорошая вещь. Даже не как реклама, действительно. Вот смотрите, вот эти штучки вообще классные. Вот так на вешалках платья свои, я в смысле, сюда такое там ночные рубашки, детские вещи, там какие-то полотенца, все это там. А сюда наши платья, там, либо какие-то брюки, либо костюм. Развесила по краям и аккуратно сушится, висит. Вещь вообще незаменимая. Просто. Реально говорю, хорошая вещь. Вот так, девочки. Повесила теперь в коридоре. И сушится она, видите? Все высохнет хорошо на свежем воздухе. Вот такие вот дела. Когда же уже стройка моя начнется? Уже у меня терпения нет. Смотрю на эти кирпичи, на песок и уже жду. Как говорится, этот день мы приближали как могли. Не ходи, там полы помыты, там мокрые. Анжела полы помыла, не ходи, там мокро. Кому ты показываешь? Людям. Вешалку показываю, какая хорошая. Сушилка, то есть, для вещей сушить. А что ты так ходила, и потом поставила? А они высохнут, они выровняются, эти вещи все будут ровные. Девочки, тогда с ленты приехала, покидала, так, все. Ну, некогда было заниматься этим. А теперь все разгребаю здесь, потому что забываешь реально. Вещи, которые, продукты, которые есть, там, вермишель, что есть, просто про них реально забывается. Я так смеялась, нашла банку. Анжела собирает деньги. Я говорю, Ганбас, не всегда коту масло. Пришли тяжелые времена. Веселились, посчитали, прослезились, да, Анжела? У нас тут такой погром в комнате, мы тут
Короче, занимаемся делами, девчуля. Так пакетов все повысыпала такое, знаете, что по чуть-чуть осталось. Вот, риса немного, вермишели немного. Да, а это вот сюда вот так послаживаем, правильно? Эту фасоль можно в баночку пересыпать, правильно? Вот. Хорошо, что там... Ой-ой-ой, авария. Авария. Где эти пакеты? Куда? Дело. А, носик был мусор. Только сегодня отправили. Вот что, вот лавровый лист. Ой, какой аромат хороший. Хороший, отличный аромат. Лавровый лист сюда. Так. Замечательно. А то реально просто забываешь, да, что есть чего. Анжела, гречка единственное отдать свой. А? Вот. Это супчики, все первое надо вот это использовать. Альхамдулилlah. Давай, давай. Ложим банк. Горячая всегда, горячая, надо это банки. Девочки, все. Освободила верхние все полки. Принесла теперь всю посуду сюда. Все буду разлаживать. Все, что не используем, буду все расставлять. Ставь сюда. Все порасставляю. Стаканы эти все. Вот. Все попротирали, все чистое. Теперь я все на эти полки размешу. Там оставить только то, Анжела, ставим. Буквально. Вещим тарелка шкалелар дать. Вещим только с этих пиалок будем кушать. С вот таких вот. Очень порций, я говорю, хватит. Хорошо повеселились. Вот. Все. Такая белая посуда, видите, Анжела? Да. Может, пиал, чай, поехали. И стаканы тоже. 6 стаканов оставь одинаковых, остальные все сюда. Нечего там наставлять овцу. Толку использовать те, что отсюда можно. Буду лахтушишь себя. А вот эти вещи хорошие. Для рецепта записывать там что-то. И вообще использовать там, да? А коробку я уберу отсюда. Зачем она нужна? Хороший, да? Для соуса там. Вот, например, Анжел, голныши, чи томатный берем, да? Томатный берем, чувачек, захарем, мер захарем. Да? Хорошенькие вещи. Айгш, ложки. Тоже у нас вилки, ложки по упаковке я взяла, но я их не все использую. У нас полно ложек, не все использую. Тоже куда-то нужно их прибрать, чтобы они мне на глаза не муляли. А вот эти для галушек, тарелки, что нам дарили. Какой гуяр набор. А, вот эти кружки. Кстати, белые кружки тоже сюда. Хватит литрами чаи распивать. Чай, вот это кружки пьем. Как раз доза, вот. А то тарелка супа, кружка чая, а с чайком еще и сладости, да, и все прочее. И поэтому все красивые. Не описать словами. Вот так, вот это рыбка. Нужно рыбу, кстати, достать одну, разморозить. Видите, какая? Для салата, для... Мы тоже на Новый год что-то в нее ложили. Не помню даже уже что, если честно. Если честно. А для галушек, стоп. А, это здесь. Тут тоже это рыба. Здесь рыбы же две.
две вот эти большие тарелки. Ну, в одну, например, галушки, а в другое мясо, картошка. Да? Хорошие блюда тоже. Хорошие. Все, девочки. За дела беремся. Потом уже результат, как все послажу, вам покажу. То и так я вас уже загрузила. Так, девочки, ну все. Стаканчики я так расставила. Синие стены. Сюда для галушек положила все на вторую полку. Наверх салатницы. Потом. Что потом? Или как лучше сделать? Или на низ эти поставить? Ладно. Уже вот если не с набора тарелки эти убираются. А, Ош. Вот это вот. Это повседневное дело мне даже. Ну вот такое, да, что не белое. Тоже не такие тарелки, но они не с набором. Я сюда убираю все чисто белое. Правильно? А эти убирай, а? На повседневное использование. Вот эти литровые кружки, все оттуда. Почему? Потому что так не пойдет. Это ужас дикий. Столько кушать. Поставим. Нормально? Нормально. Пускай так стоят. Дальше. Дальше вот такие вот белые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, должно быть 12. Есть такие еще? Это что у меня 2 сервиза? Еще 2 такие тарелки есть где-то? А, ну иди. Сполоснуть надо. Хоч раз сел. Чи цього? Считаем. Это не отсюда тарелка белая. И мелкие тоже. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. А таких еще должно быть 3. Вот таких вот. Хорошие, да, тарелочки? Они вот. Это я 2 комплекта брала. Одни побольше, другие поменьше, белые тарелочки. Так же, Анжел? И глубокие. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Глубоких 2 должно быть еще. Так, да? В обеду, в одной тут фрукты. Фрукты тоже в чем-то? Да. В белой? А, ну еще висханин папа. Еще один овощен пялкш. Правильно? Такие пиалки с ними, тоже 12 штук. Нет, это некрасиво, да? Халхлил, да? А этих только 8 пиалок. А есть еще пиалки белые, Анжел? Хокаца, гуш дусун. И гада? А кидуивается она бером что-нибудь использовать ешь. И заду. Так, 4, 8, 9, 10, уж 12. Может, раукила десятку там больше. Так.
Да? Все белое. Пусть будет. Пусть будет, пусть. А, хочешь его еще не зарю использовать всех. Что, сервизация родной, пускай будет, да? Белая. Рассалца. Овечьи. Бывает же. Чтоб чистое все взять и чтобы было. А на повседневную у нас посуду полно. Мне как-то писали, что Галя подарила посуду кис. Это уж одит, еще леларю на повседневное. Сахажу рису. Галине подарила киса. Ты бы себе купила посуду. Да у меня ее девать некуда, этой посуды. Девать некуда просто. Шкафы, вон какая кухня, все забито посудой. Но я все равно этот... А пиалки нету больше такой? Белой пиалок нету больше? Есть вон, я лайки. Корта. Лоси, видишь, а я еще сразу вайлису уже, я лакуза. Положу на место и все, закрываю это отделение. Ну так вот. Я уже, знаете, погода хорошая. Я уже жду не дождусь, чтобы моя стройка началась. Строить будем. Строить. Это не отсюда. Тарелка. Нижняя, это убираем. Это не с этого. Вот это тоже относишь туда на место. Сюда. Опа. Америка. А закрывается эта система? Да, хорошо закрывается. Отлично закрывается. А кружки, Анжела, 6 кружек же должно быть, да? Кружки есть. Белые есть кружки еще? Еще маленькая одна. Еще хвахали еще. Не, это белые, маленькие не надо. Маленькие используй, нам пользоваться маленькими. Еще. С маленькой будем пить чай, потому что литрами напивать и чаи, но это уже перебор. Это ужас. На диету строго всем. И стеклянные можно брать, только не сюда. Тут пускай будет все, комплект, все белое. Мегарду. И кружка, я еще кружку. И все. Я закрываю это отделение. Болтаю я, да, девочки? Ну, просто мне захотелось с вами пообщаться. Пишите, девочки. Кстати, вот эти наборы для галушек можете заказать. Классные наборы вообще. Что входит в набор? Это 6 таких тарелок больших. 6 тарелок, 6 вот таких кружек. Потом 2 тарелки, что я вам показывала, для галушек. 2 большие тарелки, да. Потом пиалки вот такие вот 6. Ну, 2 большие тарелки, 6 это тарелок, вот, чтобы с больших тарелок перекладывать маленькие, 6 пиалок и 6 кружек для бульона. Но вот это вот уже отдельно, специально для галушек, которые вещи, вот эти вот лодочки, это уже отдельно. Это не в наборе было. Понятно? Куда их ставить? Куда ход? Там это моя. Все. Так нормально. Пусть стоит. Все, да? Закрываем это отделение. Тут порядок. Идем дальше. Девочки, я, значит, перешла к специям. В том шкафу уже убрала вверху. Видите, там у меня была посуда вот эта белая, что я тарелки послаживала, все там. А вот эти вот светофоры, это же все добавилось, все как бы новое, да, его раньше не было. Там ножи, новые приборы. Для салата вон вверху, что сердечками лежит, тоже, знаешь, использовала и помыла на свое место. Вот, что я хочу сказать. Это, что я хотела... Ой, чуть ярче сделаю.
Что я хотела сказать? Нижняя полка, видите, там. Я вот хочу, сейчас у меня на столе бардак, я работаю со специями, да? А вообще я хочу, со стола покушали, и все, что там такое, вот хлебница, конфетница, ложница для специй, все, чтобы там на нижней полке лежало, чтобы около стола раз достали, вот покушали, посуду помыли, чтобы на столе не было совершенно ничего. Понимаете? Вот сейчас занимаюсь специями. Yürümeçmi отсюда. И кашка это, да? А? И кашку, да? Кашу? До свидания. Да, да. А вот, девочки, что я вам хотела показать еще, знаете, мне опять пришла посылка. Вот тогда приходила посылка, мне чаи вот эти вот, видите? Здесь вот в составе вот альпийский чай, здесь все, мята горная, мелиса, чабрец, лист малины, лист черники, душица, шиповник, брусника. И молодец вообще, Анжел. Мы с тобой вообще что-то это дело забросили. Не кажется тебе? Вот. Я вам летом показывала, да, эта посылка приходила уже. Агенция изучу. Ой, что я noch чему отбить мою судел, да, дыц моделерсу. Забыла, что начала по-чеченски говорить. Мы же, ну, по-чеченски говорим в семье. А я хотела еще показать, что она мне отправила. Значит, смотрите, эта женщина, что мне отправила еще. Сейчас вам покажу. Вот это варенье, зеленые шишки, девочки. Кто-то, может, знает. Вот такие вот шишки. Оно на вкус нежное, как клубничка. Вот она мне прислала посылку до Нового года, но я все никак не могла к этому подойти. Еды было полно, не было ни до этого. Все это стояло, ждало своего часа. Вот такое варенье. Сейчас будем с чаем пить, конечно. Оно иммунитет поднимает от многих болезней, она писала. Это нужно почитать и рассказать вам. От чего? Но я еще обязательно расскажу, да, вот это вот. Далее, что она мне еще отправила? Тут она мне отправила, сейчас, секунду. Девочки, смотрите, то, что для шишек я говорила, это варенье из зеленых шишек, они вот мягкие, как клубнички, их надо есть. Дальше, чесночная соль с тмином. Вот она, смотрите. Вот это вот. Это чесночная соль с тмином, да? Есть еще отдельно тмин. Тмин отдельно есть. Ну вот это вот в пакетиках отдельно тмин. Есть молотый и целый. Она вот и целый, и молотый отправила тмин в пакетиках. Вот. А варенье из шишек, оно хорошо помогает от простуды, от бронхита, от кашля. Утром натощак надо по одной шишечке кушать. Понятно? Утром натощак. Все, с завтрашнего дня начнем. Еще она отправила мне отдельно чай, чабрец. Чабрец, вот он. Вот этот чай, чабрец. Вот. Он тоже помогает от простуды, она говорила. Еще есть разные разнотравия. То есть, вот как она вперед мне отправляла, где разные травы. Вот. Так что вот так вот. Тмин здесь, видите, один молотый, другой вот такой. Ой, его не видно здесь. Вот тмин, посмотрите. А вот это вот чесночная соль с тмином. Аромат у нее какой, это просто не передать. Эта женщина, она сама, ее зовут Танзила, она сама собирает все это. Травы, ой, какой запах, какой аромат, вообще не передать словами просто, девочки. Так что, девочки, вот такие вот дела. Шишки. Представьте, они как клубнички маленькие. На самом деле это зеленые шишечки. Их очень полезно, как она говорит, натощак. Я сейчас зашла, еще раз почитала. А вот это вот соль. Ой, какой у нее запах. Запах, знаете, я помню эту приправу с детства. Напоминает мне. И вот это вот. Ой, какой аромат. Вообще не передать. И, кстати, она вот сама ходит, собирает чабрец. Вот это вот. Это от всех простуд. Тоже можно пить чай.
И, кстати, она вот это вот все собирает, ходит по горам, сама всем этим занимается. Она уже вперед мне присылала. Вы даже, это самое, если кому нужно будет, да, вдруг вот эти вот разные травы, все, можете обратиться, и я у нее спрошу номер телефона. Даже я укажу номер телефона, чтобы вы, если что, могли себе заказать. Это не реклама, клянусь Аллахом. Она не просила меня, она просто присылает мне всегда вот такие подарочки. Еще воронку прислала для банка. Я, конечно, ее купила, но она, бедная, говорит: Киса, я не знаю, чем вас удивить. Вот когда в банку наливаешь, там компот, варенье, чтобы оно не разливалось. Вот. А я уже купила себе, но она не знала, я ей не сказала, думаю, ну, чтобы не обидеть. Отправила, так отправила. Кому-нибудь тоже подарю ее. Зачем мне две, да? Поэтому сейчас все в баночке, девочки. Вот я пересыпаю все по баночкам. Вот открываю вот эти штучки для специй. Достала все специи и работаю с ними. Это с Окея. Хорошая посуда. Вот. Вот так вот. Сейчас я их специи, что... Ой. Алхамдулиллах. Когда нанюхаю всего это, начинает чихать. Так, это приправа. Но она пускай будет к своей банке. Это то, что Седа с Америки присылала для мяса. Я ее никуда не буду пересыпать. Она здесь хорошо хранится. Так, кориандр. Молотый кориандр. Пересыпаем, да, в баночку. Бисмиллахиррахманиррахим. Это мы пересыпаем в баночку. Так, пользуемся. Ну, нужно, знаешь, понаписывать бумажечки и скотчем поприклеивать. Каждый раз, чтобы не доставать этот пакет, раз, взял. Займись этим, пожалуйста, на досуге. Досуг сохнул моя. Филиона, филичан. Нормально уже поместилось. Сколько не делаю, оно все вмещается. Это кориандр, я его люблю добавлять. Везде. Особенно разные мясные. Еще вот эту морковку по-корейски. Да? Так, где тряпочка моя? Что хочешь? Грибы. В смысле жареные? С картошкой? А как? Грибы съесть? Ну так делай, кто тебе не дает. Это закончили. Или что, я пол где что? Ой. Слышь, Анжел, для рыбы. Вот это для рыбы. Кроме этой... А, у тебя баночка, да, была, ты пересыпала. Вот это же для рыбы. Угу. Я тебя поняла. Так, тут и бумажечка есть. Вот это мне с Абхазии прислали. Приправки вот эти вот для рыбки. Все. А чё ж все, если не все? Тут как бы, возможно, даже все поместится, да? Как думаешь? Все, целый день возня на кухне. Хардел, один голодац, деда дала. Не шдуем же. Шизу, кухня бобишь. Конец края нету. И спросить, я говорю, 2 женщины работают с утра на кухне. Сейчас спросить, что делали, сказать нечего. Но даже не обедали. Вот все вымываются эти полки. Завтра паласы нужно стирать. И все прочее. Так, а вот это перец у меня черный. Я начала. Это то, что мне сестра Катя привозила специи, моя золотая сестрица. Вот эти перец, он, знаете, украинское это все. Перец черный, меленый. Я вот уже вот 3-4 пачки высыпала. Вместимость очень большая. А с чем такое рычагом? Ага, да. Маленькими ножничками я вот так раз уголочки. Сегодня я вам заправляю, да? Ну, слухайте.
Смотри, что я нашла. Что ты нашла? Вот. Хорошо. Там еще быстрее. Мама, хоть тебе быстрее. Уволил же мяч? Нет. Это последняя банка. Молодец. Чуть побольше, когда делаешь отверстие, рассыпается, я начинаю чихать очень сильно. Как у нас дядька, папин брат. Да, видишь, что очень хороший был мужик такой. Как выпьет, он чихать начинал. Чихает, чихает. Раз за раз чихает. Не знаю. Это хороший украинский пей. Я вообще люблю все, что связано с Украиной. Все люблю. Обожаю этих людей. Перец черный, видите? Вот так вот, девочки мои хорошие. Анжела, у одной из них не хватает крышки почему-то. Кстати, я его Я вот станой. взяла. Нужно найти. Вот уже 3 есть. Тут у нас что? О, здесь у нас это, Анжела, что пахнет для булочек, как он называется? Корица. Корица. А где-то открытый верстал. Открытый. Вот оно. Сейчас я сразу тогда корицу пересыплю сюда даже. Ой, такой аромат идет. Нам надо с тобой... Аиша прислала же эти, Анжел? Для печенья формочки. И что, печенье и сверху этой корицей. Вот и пришла я к этому. Ну, у меня кое-что и было. То как-то писали. Ой, что в пачках? Все должно быть в баночках. Все такие идеальные. Ой-ой-ой. Все такие идеальные. Не люблю, когда банки заляпанные. Ну, вот так, руками, когда грязными берут, они вот этот... Липнет банка в пальцах. Ой, ужас дикий. Где-то я видела крышечку. Вот. Это отсюда, да, крышка? Ой, какой аромат. Какой аромат. Не передать словами. Так. Ну, кориандр я уже высыпала, да? Что еще такого люблю? Так. Сейчас корицу я высыпала. А что у меня еще? У меня 2. Ну, я эту тоже сюда высыплю. Оказывается, 2 разных пачки. Правильно? Это же все одно и то же. Какая разница? Так, это есть. Вот этот чабрец, пускай он будет в своей упаковке. Мы завтра чай заварим утром. Да? Заварим мы или нет? Паприка. Вот паприку можно в эту баночку. Девочки, посуду, кстати, обзор сделаю на днях. Обзор посуды. Все вам покажу. Вот эта сестра мне еще корица вот такая. Кстати, тоже пересыплю сейчас. Что она будет, да? Желатин харчовый. Мне привозила она. Лавровый лист. Вот видите, лавровый лист украинский, да, какой? Все, представьте, с Украины поехала в Уренгой, с Уренгоя в Чечню. Вот что значит Рицхлер. Поэтому я всегда говорю, когда говорили там некоторые, выражали там свое
куриное мнение, что типа кто-то кому-то завидует. Свое, рицк это, ну, как сказать, рицк это перевод такой, кусок, доля, да? Вот чью-то долю я никогда не заберу, даже кусок хлеба. Я вот не завидую людям, у которых состоятельные. Почему? По той причине я очень в этом смысле здравомыслящий человек. Этот кусок – это доля. Я даже у своей дочки кусок хлеба, который ей положен, я не съем. Никогда. Да? То, что ей положено, я никогда не съем, потому что сарицк, да, это не моя доля. И когда говорят там, ой, мне говорят, да, от зависти не сказала, да, они меня, чему завидовать, Господи, чему завидовать? Сами прекрасно знают про свою жизнь, еще завидовать им. Вообще в шоке, просто дух дохку, от стыдобы своей совести нет. Прекрасно, как говорится, знаем, кто вы и откуда, да, как говорится. Что вам завидовать? Много чести. Завидовать вам. Я завидую и то белой завистью каким людям. Если у человека есть семья, есть муж, дети, мужа родственники, твои родственники, когда у него своя собственная крыша над головой есть, когда с тобой считаются мужа родственники, когда тебя уважают, когда они есть у тебя, и все вот это вот. Ты живешь полноценной жизнью. Вот этим женщинам я завидую от души. Да, они по жизни состоялись, что ни говори. Вот ним я завидую, а остальным завидовать я просто смысла не вижу даже, если честно. Это даже смешно. Даже, да. Ну, курицу я оставлю, да, пускай будет. Пускай будет, да. Девочки, ладно, я это самое. Где-то паприка у меня была. А где паприка еще была в пачке? А, вот она. Я ее сейчас тоже сюда высыплю. Хорошо, мои хорошие. Вот целый день на кухне ничего я такого не сделала. Ой, какой аромат идет. Очень хороший аромат. Девочки, ну я тут рассыпала. Видите как? Ну ничего, за все заплачено. Ничего не выкидываем. Хорошая женщина, навела порядок здесь. Да, все я глющу, а ты обо мне? Поработала, да? Пошегала, ревдик зудяться, ногти обуряться. Молодец. Пошегала мне, да, как же. Вот, видите, какая хорошая женщина. Кукушка хвалит соловья, петуха за то, что хвалит он кукушку. И думаю, еще не нужно. Мы закончили. Заканчиваем уже последние стихи, да? Там крести, да. Я думаю, с утра две женщины не могут порядок навести в одной кухне. Ну, Ты знаешь, как это кухня бывает? в промежутках какие-то дела, там стирку заложить, кто-то пришел, ушел, чай попили, вышли, зашли, фишку там то расчесать, то одеть, то на улицу вывести. Конечно же, дела были, не то, что стабильно этим. Все, девчули, всем всего хорошего. Не стесняйтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Ставьте лайки, дизлайки. А, кстати, дизлайки тоже вводите комментарии, кто не знает. Да, дизлайки тоже ставьте, они выводят в рекомендованные. Которые ставят дизлайки. Ютубу не важно, понравилось вам видео или не понравилось.